Чёмный РТС, привет, дорогие друзья, этот выпуск из Ижемского района. Вот мы находимся на въезде в Ижемский район, правда там написано «Буртуй, счастливого пути». И этот выпуск немного странный, потому что он про беседки, про казаны, про костер, ну и в том числе про любовь к родному краю. Пойдем покажу. Первая беседка, она нас встречает в Ижемском районе прямо на въезде. Новые беседки установлены. Это костровище, здесь информация. Проект называется «Тропою предков». Информация про оленеводство, про жизнь в чуме, про любимых наших коми-ижемцев. История ижемских коми отражает сложные процессы этнического и культурного взаимодействия в регионе. В республике Коми формирование ижемских коми приходится на вторую треть 16 века, а по новым данным краеведов в 1400 году. А прежде чем начнем, хочу поблагодарить Руслана Магомедова за развитие проекта «Территория Коми» и за неравнодушное отношение Коми народу. Ижма населена троякого племени народом. Первые поселяне были зыряне. Народ сей был прежде того чудь, но во времена Стефана Великопермского просвещен святым крещением. Казаки, ходившие тогда через их жилища с верхотурскую казною, принудили их собраться воедино и поселиться на 7 месте. Потом, в разные времена, присовокуплялись к нему многие российские семьи, вышедшие из Усть-Илимской слободки, а некоторые из самоедов, принявших святое крещение. Идея сама проекта пришла членам молодежного совета в первый день собрания молодежного совета, что у нас не обустроены места традиционного отдыха для ижемцев. Коми-ижемцы традиционно оленеводы. У оленеводов есть, в оленеводческой профессии есть проблема с отсутствием кадров. И как-то надо тему оленеводства поднимать. Поэтому проблематику взяли, что у нас, к сожалению, профессия оленевода, чумоработницы пропадает. Идея была вообще сделать 7 чумов, но довольно-таки дорогостоящая работа по обустройству чума. Решили, что сделаем беседки, чем-то напоминающие чумы, да, вот такая треугольная какая-то форма. И, конечно же, должна быть просветительская какая-то история. Поэтому выбрали 7 разных тем. Это и про оленя самого, насколько олень это полезное животное, про оленеводов самих, про чумработницу, про оленеводческую собаку. Конечно же, у ижемцев самое важное это природа, единение с природой, поэтому Какие красивые места. Красивые места, да. Ловили рыбу, здесь как раз беседка про живое серебро, это про рыбу, которую коми-ижемцы чем занимались. Эстензей ташка. Ташка это машкара, означает на русском языке, на коми ташка. И это у нас особенность наших краев. Вот ташка забилась в глаз, ташка спырис, щинпычкас. Когда мы записываем песни или когда я записываю видеоролики, часто бывает, залетает машкара в рот, ты давишься и ничего с этим поделать не можешь. Надо записывать в сетке. Ташка нам Карин контент-план. Конечно. Ладно. Так, ребята, это рыба печорского засола, та самая известная рыба. Оска. Наверное, кынчи, да? Кыла. Ветер подошел в твою сторону. Это кладезь витаминов и минералов. Когда мы проводили экскурсии, Татьяна Владимировна Артеева, наш известный краевед, она сказала, что были какие-то исследования, и московский врач сказал, что лучшее лекарство – это рыба печорского засола. Как раз таки Там вся таблица Менделеева. Мы ее попробуем, да, и насладимся ее вкусом. Ну, у меня постоянно нож заложенный, поэтому я не чувствую запаха, это очень хорошо. Ну да, вполне. Аккуратно. Возле каждой такой беседки поставили информационные стенды. Здесь несет информация, все красиво оформлено, доступно. Здесь как раз рассказывается о рыбе в культуре коми-ижемцев. Рыболовство – одно из важнейших деятельностей коми-ижемцев. Это я меня Джоджек шит. Она Джулисун.
Aynen. Kokus. Юрус. И по старинным рецептам. Мен бабья слыш. Мени Нурьялам шуце, шот пужен. Нурьяны коле секкор баке. Гудралык мол. Не она. Чамет комок саркмас. Сек час кырджик. Но, дальше. Тайны кушаешь так? Илуаз, час кырджей наваристей. Так надо потушить, вдруг оно... Сейчас я красотка. Дрова. Нажали, Джоджек кок. Джоджек кок. Ножка гуся. Исыш. Исыш сначала. Сейчас как запахыс. Дед. Ен еще. Рачкедлы. Ин. Панцеверлис. Мы приехали на еще одну беседку. Это место называется Креж, что означает обрыв в переводе с коми языка. Здесь заканчивается сосновый бор, сосновый лес, начинаются заливные луга, где растет разнотравие, где заготавливают сено. И место тоже является традиционным местом отдыха для ижемцев. Здесь зачастую люди сами обустраивали столики, скамейки. Очень красивый вид, свежий воздух, сосновый бор, красивый вид на заливные луга возле реки Себысь и реки Ижма. Слияние рек, место силы, опять же, такое. Есть дорога, которая связывает село с деревней Ласта. Можно спокойно подъехать и в зимнее время, и в летнее время. И здесь обустроили беседку, и эта тематическая беседка связана с медведем. Медведь в культуре коми-ижемцев всегда имел главенствующее положение, потому что медведь — это хозяин коми-пармы. Зачастую медведя даже использовали в родовых пасах, образ медведя. Людей называли кличками, как сильный как медведь, Ошкой. И здесь нам рассказывается об уважении к медведю, вообще об уважении к лесным жителям, зверям, что в единении с природой надо уважать их территорию, не оставлять здесь мусор, оставлять все за собой чисто, красиво, чтобы звери здесь продолжали жить, и лес и звери оставались для наших будущих поколений. Мы продолжаем искать беседки. Есть во всех городах, во многих городах точнее, ищут фигурки, там в Йошкар-Оле котов, в Казани там кого-то другого, а здесь в Ижме найди беседку называется квест. И вот Бернат привел меня в лес, который называется экотропа. Здесь лыжная трасса зимой проходит, сейчас осенний лес. Мы идем, ищем беседку. Вот и беседка на берегу реки, да? Или ручей тут? Это река Большая Куча. Река Большая Куча. Напротив реки, где жил Ягморт. Ягморт жил возле Кучи как раз. Ягморт, ты где? Выходи. Ижемский район. Ижемский район — это мой дом, это мое место силы. Ижма для меня — это место, где я родился, место, где я вырос, место, где жили мои предки. И я надеюсь, что это место будет место, в котором будут жить мои потомки. Поэтому Ижма для меня — это все. После школы я, когда уехал учиться в Киров, все стремление раньше у всех было быстрее уехать из Ижмы, уехать куда-то в город, жить в большом городе. И, наверное, после 3-4 месяцев жизни в большом городе я понял, что лучшее место, чем родная Ижма, просто нет. Сразу захотелось вернуться обратно домой, поэтому как только я закончил учебу, сразу же вернулся домой и продолжил свою жизнь, работу здесь, в Ижме. Я работал в ЦРБ заведующим хозяйством. Проработал там недолго, затем появилось вакантное место в администрации района специалистом. После небольшого промежутка мне предложили сразу хорошую должность начальником отдела ЖКХ работать целого района, хотя мне было на тот момент, по-моему, 23 года всего. Я, конечно же, согласился, потому что работа интересная, довольно-таки перспективная. Работал там 5 лет, и после этого решил, что что-то хочу поменять в родной Ижме, потому что хочу, чтобы Ижма была комфортней, и чтобы Ижма была молодая, чтобы молодежь не оставалась. Я решил попробовать свои силы в качестве главы сельского поселения,
я выиграл выборы, и вот уже 4 года я являюсь главой сельского поселения Ижма. И пытаюсь сделать так, чтобы Ижма была красивой, Ижма была комфортной, удобной для жизни всех жителей, и особенно для молодежи. Здесь опять же тематическая беседка, информационная табличка. Здесь уже рассказывается про верного друга и помощника оленеводов. Это собака. Собака, оленеводческая собака, это пастушья собака, да, которая ведет стадо оленей. Это собака, которая охотник. И есть специальная такая, ее называют Нёльщин Мапон, четырехглазая лайка, из-за белых пятен над глазами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот видите, у нас люди бегают, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Я вам уже рассказывал про феноменальный случай в Ижемском районе, о том, как коренной москвич однажды вдруг приехал на праздник Луд, на традиционный праздник коми-ижемцев, влюбился в наш родной край и решил здесь остаться. Завел семью, детишек. Это мой друг Георгий Самойлов. В установке беседок он тоже участвовал. Я сюда переехал жить. Откуда? Из Москвы. Я вообще был коренной москвич, увидел Ижму, влюбился и теперь здесь живу, имею детей, семью, поженился на коренной Ижемке. Ну вот как-то так. Конечно, и разговаривать на коми-языке, потому что коми-традиции, они прекрасные, они сохранили свой первозданный вид до сих пор. Ну и понятное дело, что каждый проект, какой бы ты деятельный не был, да, всегда найдется хейтер, всегда найдется критик, да. Вот с этим довольно новым проектом уже встречается какая-то критика? Хейтеры уже что-то пишут? Встречаются. Давай, что пишут хейтеры? У нас была проблема в том, что мы случайно установили, был, ну, как бы теплый период, без дождей, мы установили беседку как раз вот на Ираэльской трассе в низинку, и оказалось впоследствии, что ее там затопило. Но впоследствии эту проблему устранили, беседку подвинули, поэтому сейчас, как говорится, ставы сбор, все хорошо. Я сам лично проверил. И еще, как бы мне народ пишет, что, естественно, есть минус, это то, что вокруг костровой чаши нет лавочек. Но я думаю, что это мы уже за свой счет как-нибудь со временем лавочки эти установим. Когда едешь в Усть-Цилимский район, там с левой стороны стоит чум, с правой стороны стоит избушка, как бы неплохое место для отдыха. А мы, когда въезжаем в Ижемский район, у нас там ничего нет. Вот, но как бы у нас же оленеводческий район, по идее. Вот, и, соответственно, была такая вот идея создать какое-то место отдыха для того, чтобы люди в Ижемском районе смогли отдыхать, да, и вот как раз вот беседка пришла в голову, что можно сделать беседку в виде чума красиво. Вот, впоследствии была идея еще развить это как туристическое направление, то есть экскурсии по этим беседкам водить. Вот. Далее уже сюда же прикрутили информационные стенды тематические каждой беседки свои. И потом, естественно, что нужно у беседки молодежи, это костровая чаша. Соответственно, здесь можно приехать сюда, отдохнуть, пожечь костер. Вот. Все беседки бесплатные, доступны для посещений. Вот. Единственная просьба, конечно, в каждой беседке поддерживать чистоту. Очередная наша беседка. Это место... Странное название Картсвалка, потому что здесь неподалеку исторически было в советский период место, где хранили отходы металла. Конечно же, сейчас этой свалки уже нет, там все вывезено, но название исторически перекочевало, поэтому мы решили его не менять. Здесь неподалеку есть красивый ручей, который впадает в реку Большая Куча. Сюда традиционно ходят люди на природу. Красивое тоже место. Есть подъездная дорога лесная. Здесь информационная табличка у нас называется «По следам охотника». Она рассказывает о том, что коми-ижемцы всегда были охотниками, и об уважении к лесным избушкам, потому что лесные избушки всегда использовались охотниками, рыбаками, и есть кодекс охотника, по которым нельзя в избушке делать какие-то определенные вещи. После себя всегда надо оставлять порядок, чистоту, потому что любой лесной путник мог войти в этот дом, согреться, перекусить и продолжить свой путь. По следам охотника. По следам охотника, тропою предков,
Сегодня мы с вами прошлись по Ижемскому району, увидели красоту нашего края, познакомились с культурой и бытом коми-ижемцев. Проект «Тропою предков» – пример того, как можно маленькими шагами, но постоянным действием, с любовью к родному краю улучшать свой дом, родное село. В одном месте устроил беседку, в другой раз облагородил пространство, построил новый парк, сквер, и так, глядишь, и жить станет легче. Да приедут еще сотни тысяч человек в Ижемский район. Не пихай никого, не расталкивай. Спокойно, медленно иди. Медленно, но двигайся. И обязательно успех придет.